общеукрепляющие, утром отрезвляющие, если жив пока еще. Гимнастика. С утра или днем, дома или на работе. Гимнастика была неотъемлемой частью жизни советского гражданина. Но это, конечно, для бодрости духа и общего физического развития. Но и в спорте высоких достижений Союз был не промах. Именно в СССР придумали и довели до совершенства художественную гимнастику, сочетание балета и физкультуры. Как и 40 лет назад, когда худгимнастика только стала олимпийским видом спорта, так и сейчас девушки родом из России продолжают быть гегемонами. А начинается все, конечно, с детства. Годы упорных тренировок, первые волнительные соревнования. Есть уверенность, что юные якутские спортсменки точно не забудут один старт. Исторически, вообще-то, для всей республики. Первенство Дальнего Востока по художественной гимнастике, который никогда до этого у нас не проходил. Впервые в истории нашей республики у нас проводится первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике с 11 по 17 февраля на базе спортивной школы Дюсшан номер 9. Но для нас это огромная честь проводить первенство Дальнего Востока. Это исторический момент, к которому мы шли долгое время. И вот сегодня с гордостью готовы принять лучших юных гимнасток Дальнего Востока. На родине нельзя упасть в грязь лицом, поэтому наши землячки готовились с чувством, с толком, с расстановкой. А какой тренер ведет сборную? Олимпийская чемпионка Ксения Дудкина. Нас всех объединяет, видимо, желание показать, что Республика Якутия наша может, что мы можем показать и дать конкуренцию другим спортсменам на Дальнем Востоке. Они понимают, что их уровень уже выше намного, они понимают уже, приценивают свои силы. У нас кипит работа в зале, на всех коврах у нас идет работа. К ответственному старту новые программы с соответствующим колоритом. А для кого-то первенство станет приятным возвращением в родную гавань. Я очень рада, что в Якутске будет проходить первенство Дальневосточного федерального округа. В Триумфе я там начинала тренироваться. Вперед загадывать не буду, что будет, то будет, но думаю, что все будет хорошо. На лучшее девочки надеются и в групповых упражнениях, и даже больше. В планах блистать на ковре. Но прежде тренировки и еще раз тренировки. Мы отрабатывали сегодня прогоны, элементы, фуэте, итальянское фуэте и прыжки. Мне художественная гимнастика нравится за красоту и грацию. А вот и он, момент X, открытие первенства. В столицу республики приехали 248 спортсменок из 9 регионов страны. Якутия выставила одну из самых представительных команд. Всего 40 гимнасток. В составе 10 кандидатов в мастера спорта, 10 спортсменок первого разряда, а также команда групповых упражнений, 2 команды САХА-1, САХА-2 у нас по КМСам и точно так же по первому разряду. На самом деле девочки очень ощущают ответственность выступать в родных стенах дома. Они переживают и на самом деле очень хотят показать максимум, наработанный за целый год. Судейская коллегия оценивает сложность, частоту исполнения и композицию. Для Дальнего Востока это первенство – важный этап отбора и возможность сравнить силы региональных школ художественной гимнастики. Будут самые лучшие, те, кто завоюет право представлять Дальневосточный федеральный округ уже на первенстве Российской Федерации, которое будет проходить в апреле месяце этого года в городе Санкт-Петербург. Задают тон гимнастки первого спортивного разряда в групповом упражнении 5 пар булав и 5 лент. Без ложной скромности, одни из фавориток здесь наши якутянки. Чуть-чуть волнуемся, соперницы очень хорошие. Это наш первый прям крупный старт. У нас тренировки были по 6 часов. Мы каждый день занимались. Нас тренировала Анна Константиновна и Ксения Павловна. Очень благодарны нашим тренерам. Конечно, не собираются отдавать свое и представительницы других регионов. Мы готовились к
первенству очень тяжело это далось. По 2 тренировки в день. Атмосфера очень классная, мне этот зал очень нравится. Мы подготовили часть руссконародной булавы под калинку. Мы готовились долго. У нас есть новая девочка в команде. Она стала совсем недавно, но мы упорно тренировались. Этот спорт я выбрала, потому что очень понравились девочки, которые были на видео, и я прям вдохновилась. Особенно нравится выступать. Мы тренировались с сентября, мы сразу же готовились уже к этому первенству, к этому старту. Мы очень сильно хотели, чтобы на нас посмотрели и сказали то, что мы очень хорошо работаем, то, что у нас очень хорошая подготовка. Мы выступали 4 вида. В финал мы, к сожалению, не попали, потому что оценки были низкие. Выступили мы нормально. Но даже дети прекрасно понимают, в спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Здесь очень много соперников, очень достойные. Но я со всеми общаюсь, поэтому тут, скорее всего, у нас не вражеская обстановка, а наоборот дружеская. Мы друг друга поддерживаем. И, в принципе, обстановка здесь очень комфортная, и мне здесь очень нравится. Эстафетную палочку у первого разряда принимают кандидатки в мастера спорта. В индивидуальной программе КМС выступления с обручем, мячом, булавами и лентой. В целом выступила неплохо. Могло быть, конечно, немного лучше. Обруч у меня композиция русская народная, немножко в роковом стиле. Мяч у меня под рок тоже, но у меня более медленная, и дождь, музыка. Мне нравится работа с булавами, мне нравится мелкая работа, и, как по мне, это самый хороший вид для меня. В упорной борьбе в групповых упражнениях среди гимнасток первого спортивного разряда сборная Якутии завоевала золото и стала победителем первенства ДФО. Команда уверенно прошла соревновательную программу и подтвердила высокий уровень подготовки региональной школы. Было нелегко, волнение чуть присутствовало, но мы в целом справились. Поворотное фуэте, прыжок были самые трудные элементы. Мы сохраняем уверенность, что мы в своем родном зале, в Якутске, нас все поддерживают, и нам легче становится выступать. Там, где есть победители, есть и проигравшие. Тяжело удержать слезы, ведь спорт – это всегда про эмоции. Но участницы первенства не расстраиваются, а только замотивированы стать лучше. Но были ошибки, конечно, но их можно потом будет исправить, и второй раз потом уже будем выступать в следующем году. Элементы были, где-то сложные, где-то нет. Бывает, что и валюсь с элементов, но это всегда исправимо. Всего же на российском первенстве Дальний Восток представит 7 сильнейших спортсменок. И, кто знает, возможно, именно на якутском ковре зажглись новые звезды российской художественной гимнастики.